Первая типографская бумага, первые телепередачи и появление в регионе главного монумента, связанного с военным временем. Александра Головина собрала очередную порцию важных фактов из истории Республики Коми. Каждая четвертая книга, выпускаемая в Советском Союзе, печаталась на сыктывкарской бумаге. Первую типографскую бумагу на лесопромышленном комплексе выпустили в июне 1970-го. На площади возле здания управления предприятия собрались активисты. Они оформили фотостенд сегодня на ЛПК. Молнии и плакаты поздравили коллектив с трудовой победой. Тысячи людей прошли за день по площади. Для приемки в эксплуатацию мощностей по выпуску бумаги собралась госкомиссия. Участники ознакомились с образцами первой продукции. Толщина листа 0,8 мм, белизна почти 79%. Флагман сыктывкарских предприятий – лесопромышленный комплекс. Один из крупнейших не только у нас, но и в Европе. Его называют гигантом на вычегде. Решение Совета министров СССР о строительстве Сыктывкарского лесопромышленного комплекса принято в 1957-м. Стройка началась спустя 6 лет, а уже в 1969-м получен первый лист картона. В 1964-м в Коми запускают телевидение. 2 июля Сыктывкарская телевизионная станция охватила своими передачами столицу республики и близлежащие районы. За год до этого здесь монтировали телебашню высотой 180 метров. Она стала 13-й в СССР. Первый пробный показ кинофильма прошел 1 марта 1964-го. Позже у Сыктывкара появляется своя передвижная телевизионная студия. А это значит, вещать теперь можно непосредственно с места событий. Мы с вами к рекламе уже давно привыкли, а вот тогда ее не показывали вообще. За исключением отдельной передачи «Больше хороших товаров». Эфир заканчивался в 11 мигающей надписью «Не забудьте выключить телевизор». В Сыктывкаре первой полуночной передачи в 90-х стал выдавать 3-й канал. Концерты, художественные фильмы, а затем и информационные программы. Особой популярностью пользовался телекурьер. В августе 2001-го жители познакомились с Коми-республиканским телевизионным каналом. Первый эфир приурочили к 80-летию республики. Постоянное вещание началось с 5 ноября того же года. Сегодня Юрген круглосуточно формирует собственный эфир и производит около 40 телепроектов, список которых обновляется из года в год. Памятник вечной славы, посвященный воинам-сыктывкарцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, появился в столице Коми в 1981-м, на месте бывшего барака. Мемориал символизирует память 3 поколений. Мать, жена и дочь фронтовика ждут солдата с войны. Авторов много. Это скульпторы Борисов и Мамченко, архитекторы Ракин, Резников, Сенькин и Залитко. На этом месте находился городской военкомат. Длинное здание тянулось практически до здания нынешнего Министерства образования. 23 июня 1941-го именно там начался призыв на фронт. Туда приходили добровольцы и все, кто получал повестки. Монумент реконструировали 2 раза. Долгое время в здании бывшего военкомата работала столовая пединститута. На этом месте впоследствии и разбили аллею славы. А в 1981-м установили монумент. В современном варианте 3 стены памяти и 6 тысяч имен погибших солдат.